Ну, во-первых, я непростая девчонка. У нас мужчинам сильно больше дозволено, чем женщинам. Они не готовы терпеть, они реально не терпят. Они реально разворачиваются и уходят. Правила созданы для того, чтобы их нарушать. А их никто не спрашивал. Мы все дети, пока живы наши родители. Салям алейкум. Это новый выпуск проекта «Меркес Плюс», и он проходит в очень неожиданном для нас месте. Этот выпуск из серии нового поколения крымских татар. Мы сегодня точно будем говорить про нарушение правил, мы сегодня точно будем говорить о стереотипах. Моя задача – показать вам нового гостя во всей его красе, что называется. Ваша задача – прослушать и не осуждать. Поэтому башлаймас. Арзаханум, как так получилось? В мире, где девчонки выбирают специальность визажистов, где девчонки выбирают специальности, я не знаю, там, мастера маникюра и так далее, у нас появляется патологоанатом. Как так получилось, что, поступив в медицинский, вы не стали стоматологом? Ну, во-первых, я непростая девчонка, которая захотела бы делать ногти или реснички. Ни в коем случае я не умаляю Нет, эти это отдельный сферы. достойный труд. Конечно, абсолютно. Любая профессия нужна. Могу сказать так, что я поступила в медицинский университет, и там есть разные факультеты. На стоматологический факультет, когда я поступала, у меня не было финансовой возможности оплачивать коммерцию, а на бюджет тогда была огромная конкуренция буквально на 3-4 места. И, конечно же, я не могла претендовать на эти места, по них баллов тогда было недостаточно для того, чтобы поступить туда. И я поступила на лечебное дело. А закончив лечебное дело, я уже выбрала ординатуру по специальности патологическая анатомия, и, собственно, я работаю врачом-патологоанатомом. Что привлекло вас? Почему именно такой выбор? С лечебного факультета можно было бы, конечно, выбрать любую другую специальность. Да, разумеется. Дело в том, что я выбирала специальность не только по принципу, что мне нравится, но и исходя из того, что мне не нравится. И я считаю, что этот аспект тоже нужно учитывать молодым людям, когда они решают, с чем они будут связывать в дальнейшем, потенциально всю жизнь, как будто бы. Мы рассматриваем такой вариант. Проучившись 6 лет в медицинском университете, у меня был предмет патологическая анатомия, у меня был цикл судебно-медицинской экспертизы, я принимала участие в аутопсиях, врачи нам это разрешали, это входило в программу на тот момент. Сейчас, насколько я знаю, это изменилось, но нам это было позволено, и мы многое делали под руководством врачей и преподавателей. И к концу 6-го курса я поняла, что я не хочу лечить людей, я не хочу разговаривать с ними. Я не хочу объяснять по 100 раз примерно одно и то же. Мне не хочется получать большое количество жалоб просто из-за того, что я где-то не улыбнулась или не выписала то лекарство, которое хочет непосредственно пациент. У нас сейчас очень остро стоит вопрос пациентского потребительского терроризма, который осуществляют некоторые пациенты по отношению к врачам. Я считаю, об этом нужно говорить. И тогда, когда я заканчивала медицинский университет, я понимала, что я не в состоянии с этим буду работать. Я понимала, что у меня довольно, назовем это словом, дерзкий характер, я за словом в карман не полезу. Я всегда говорила, что если так получится, что мне придется лечить людей, возможно, через полчаса после начала приема я уволюсь. Либо же меня оттуда заберут. Потому что действительно я понимала, что я не справлюсь. И я поняла, что мне хочется заниматься диагностикой. Диагностика, спектр довольно узкий. И я выбрала патологическую анатомию, потому что это был предмет, который мне нравился, потому что у меня были хорошие, прекрасные отношения с преподавателями, которые тогда работали на той кафедре, с врачами, которые меня многому уже тогда учили и рады, готовы были меня видеть среди своего коллектива. Поэтому я с огромным удовольствием поступила на эту специальность, на бюджет к тому же прошла. То есть мне было дополнительно приятно, что мне не нужно будет платить много денег за то, чтобы стать врачом-патологоанатомом. И не влазить в кредиты, да? Да, в образовательный, например. Вот я зацеплюсь за ваш потребительский терроризм и пациентский терроризм. Да, это обратная сторона, которая
обычно обыватель Да. не замечает. Абсолютно. То есть это психологическая нагрузка, это эмоциональная нагрузка на врача, и нам, как пациентам, ну, точно она неизвестна. Как это, давайте немножко про это, да, как это конечно. с вашей стороны, то есть за кадром что остается? Я могу рассказать вам пример, когда я заболела, и мне нужно было открывать больничный. Я заболела довольно тяжело, я пришла к своему врачу, участковому, как положено, меня записали, она меня смотрела и направила на рентген, потому что нужно было исключить пневмонию. Я сделала снимок, вернулась обратно, и мне нужно было зайти без очереди, что не любят люди, сидящие в очереди, и сразу же случился конфликт. Сначала я игнорировала все выпады в мою сторону, а затем я начала объяснять зачем-то. До сих пор не понимаю, зачем что-то я объясняла людям в коридоре, что врач, который сидит в кабинете, не виноват в том, что такая система здравоохранения. Вы, как пациенты, не виноваты. Я, как человек, который заболел, не виноват в этом. Но у нас вот такая система. Она не может просто меня бросить, как своего пациента. Мне нужно вернуться к ней с результатами исследования, чтобы мы определили, меня госпитализировать, либо же я остаюсь дома на амбулаторном лечении. И люди в очереди настолько негодовали, почему-то очень много было вопросов о том, что вот если бы это была платная медицина, и мне всегда хочется сказать, ребята, пожалуйста, посмотрите на другие страны, где как раз-таки медицина платная. У нас есть возможность получить бесплатно огромное количество разных манипуляций, разных процедур. У нас проводятся дорогостоящие операции с использованием высокотехнологичного оборудования. И люди этого не замечают. Когда я не могла записаться на рентген-снимок, я прекрасно понимаю, что очень много людей. И, конечно, я готова была пойти в частную клинику сделать этот снимок, потому что это нужно мне в первую очередь, как пациенту, это мое здоровье, меня это беспокоит. И на самом-то деле люди сразу же, почему у нас нет врачей, почему у нас нет рентгенаппарата, если такие очереди. Для того, чтобы поставить рентгенаппарат, нужно специально оборудовать помещение, нужно найти врача, рентген-лаборанта, которые будут готовы работать там, будем честными, не за самую высокую зарплату в нашей стране и в нашем регионе. Да. Извините, я прям не могла удержаться. Зарплата врачей, я сейчас врываюсь. Да, сейчас. да. И, соответственно, когда мы говорим про то, что это же так легко, это совершенно нелегко. Нельзя так просто взять просто комнату, поставить туда аппарат, поставить врача и лаборанта, и все будет работать. Есть огромное количество требований, и поэтому мне хочется, чтобы люди как-то пытались понять, что ли, ту сторону, что не всегда во всем виноват врач. Есть система, есть организация. Если что-то здесь не так, далеко не всегда проблема в конкретном человеке, который сидит в кабинете. И, к сожалению, прием в государственной поликлинике на пациента выделен 12 минут. За 12 минут невозможно нормально провести осмотр, невозможно нормально поговорить с пациентом, учитывая, что, будем честными, порой это возрастные люди, которым сложнее объяснить, которые могут где-то не слышать, которые могут где-то не понять, нужно уточнить, переспросить. Плюс еще, конечно же, это электронное ведение, документации, системы могут виснуть, компьютеры могут ломаться, это все может выходить из строя. И опять-таки в этом не виноват врач как единица рабочая, это организация, и нужно предъявлять претензии конкретно к организации, а не к самому врачу. И мне очень хочется защищать. Вам обидно сейчас за коллег, да? Конечно, мне хочется защищать, это, разумеется, потому что я знаю, как это происходит, я знаю, как люди к этому приходят, я знаю, сколько труда и денег вложено во все это, в то, чтобы потом приходили люди и просто говорили, да вы недостойны, или подвергались, к сожалению, физическому насилию, которых случаев очень много, и, к сожалению, медики не защищены в этой сфере, так как это сделано, например, с полицией. Да? То есть нападение на сотрудника полиции, это приравнивается к преступлению. К сожалению, напасть на медика у нас дозволительно, и можно отделаться каким-нибудь административным штрафом в 3000 рублей. Ну, в лучшем случае, если это дойдет до но отделения полиции. здесь у нас очень хорошо приходит новое молодое поколение зумеров, которые не терпят. И мне очень нравится, что они не терпят. Мне очень нравится, что они отстаивают себя и обращаются, и эти вопросы все больше и больше поднимаются. Мне это очень нравится, я очень этому рада. Зумер-врач это с одной стороны, отдельная категория. Да, это с одной стороны очень интересно, с другой стороны немножко и не очень, потому что это молодые ребята, которые
вот то, что я сказала, они не готовы терпеть, они реально не терпят. Они реально разворачиваются и уходят. То есть в этом плане я, конечно, немного им завидую. Арзаханум, давайте начнем с того, что поясним, что мы делаем в спортзале. Вы в другом образе абсолютно. Я по-прежнему официально, вы уже переоделись. Что мы делаем здесь, почему мы здесь? Давайте поясним зрителям. Мы здесь, потому что мы решили отразить одно из моих увлечений в этом интервью. В частности, это занятие в зале, это занятие единоборствами. Это мое увлечение, свободное время от работы. Почему единоборство? Почему именно этот вид спорта? Почему, ну, опять же, нетрадиционно, непривычно для девушки, тем более для крымско-татарской девушки? Да, я понимаю. Дело в том, что это совершенно случайное решение. Я изначально занималась в зале, просто в целом силовыми и кардио, но были некоторые события в моей жизни, которые повлекли эмоциональные вопросы. И так получилось, что в какой-то момент я поняла, что я испытываю очень много негативных эмоций, я испытываю какую-то агрессию, а мне не хочется разрушать кого-то вокруг, мне не хочется разрушать саму себя изнутри этими эмоциями. И, соответственно, я решила найти выплеск в другой какой-то сфере, например, по таким вариантам, когда я увидела, что есть существует такая возможность, почему бы не попробовать. Изначально это действительно был просто выплеск эмоций, просто выкричиться, просто проплакаться, просто как-то пережить то, что у меня произошло. А впоследствии мне это понравилось, и я даже как-то начала ставить какие-то цели, мне хочется чего-то большего. Я говорю тренеру, я хочу так, я хочу попробовать так, и он меня поддерживает во всем, и поэтому мы периодически тренируемся, занимаемся этим. Османбей, как часто вам встречаются в вашей практике, в работе девушки, которые приходят и тренируются у вас вот эти все единоборства, силовые какие-то истории? Очень часто встречаются. Да. Очень часто. Крымско-татарские девушки в том числе? Да, и крымско-татарские в том числе. Зачем они к вам приходят? Какую потребность они закрывают? Наверное, быть уверенной, сильней, психологически, наверное, быть готовой к жизненной ситуации. И сейчас просто жизнь такая, что очень много на улице насилия идет, вы сами понимаете. И поэтому девочки приходят для самообороны, в первую очередь, и быть готовым к всему. Арзы-ханум, ваша ученица, среди прочих учениц, чем она отличается? Что ее вот прям особенно отличает? Мне очень нравится ее, как сказать, напористость. Она этого хочет. Она хочет заниматься, и это очень большая редкость. Ну, все приходят с каким-то желанием, нет, да? Нет. Где-то приходят девочки с желанием, они там позанимаются месяц, полтора, два и уходят. Думают, ну мы все добились, что мы удары поставили, бросок сделали, ногой научились бить. Этого достаточно для самозащиты? Ну, для девочки, наверное, да. Да? Этого хватит? Этого хватит, скорее, для девочки. Ей нужно, наверное, я еще скажу, что ей дает, наверное, больше уверенности в себе. Да. И, наверное, психологически, наверное, больше ей нравится. Наверное, так. Но она очень большая молодец. Как долго вы занимаетесь? Около 3-4 месяцев. 3-4 месяцев. Да. Это большой Для срок? девочки это большой срок. Видите, у нее очень хороший потенциал. Она выносливая, очень сильно выносливая. И она знает, зачем приходит. Это самое главное. Она знает, зачем пришла и что она хочет от этого увидеть. Она видит будущее в этом. А вообще, как восприняли близкие ваш финальный выбор, скажем так? Да? Как это воспринимается в ближнем вашем окружении? А их никто не спрашивал? Все очень просто. Меня так воспитывала моя мама. Я взрослый, самостоятельный человек и сама несу ответственность за свои поступки. Я училась в медицинском университете. Там учились не мои родные и не мои близкие. Там училась я. Я знаю, чем я хочу заниматься, с чем я хочу связать свою жизнь. Я помню, что я приехала к маме и сказала: мам, я подала документы вот туда. Мама сказала: ты уверена? Я сказала: хорошо. Все, вопросов больше не было. Хотя у людей, конечно, много вопросов, они любят их задавать моей маме, спрашивать, а как, а почему, а за что и так далее. Но, тем не менее, это уже не так. Уже все решено, и мама говорит, это взрослый человек, самостоятельный. Если вас что-то интересует, спросите у нее. Вот так вот. Ну, это отлично, конечно. Арзаханум, я сейчас буду сыпать на вас свои стереотипы. В глазах обывателя, патологоанатом, это руки по локоть в крови, фартук в крови, это внутренности, это, я не знаю, то есть это участие в каких-то судмедэкспертизах и так далее, и так далее. Как вообще выглядит ваш рабочий день, если мы говорим о работе в больнице, и вообще какова это реальность? Насколько наши стереотипы отличаются от
от того, что проживаете вы каждый день. Мгм. Да, я понимаю, что все еще очень много каких-то мифов, каких-то сказок о моей работе. Возможно, когда-то действительно представители моей профессии выглядели так. Сейчас, конечно же, все меняется. Для начала хочу я сказать, что патологическая анатомия, то есть моя специальность, и судебно-медицинская экспертиза — это два разных направления. Это две разные ординатуры, и это мой осознанный выбор работать не в судебно-медицинском направлении, а именно врачом-патологоанатомом, так как судебно-медицинская экспертиза подразумевает под собой работу в том числе и с детьми. Морально я понимала, что я не справлюсь, я не смогу абстрагироваться, как я это могу делать в повседневной жизни. Я понимала, что я не справлюсь, и мой выбор пал на более безопасную для моего психологического здоровья специальность. Это работать врачом-патологоанатомом для взрослых. То есть я работаю только со взрослыми телами и только с материалом от взрослого пациента. С детьми я не работаю. Как проходит мой день? Для начала хочу указать, что у нас сокращенный рабочий день по сравнению со всеми остальными, так как моя работа подразумевает огромное количество вредностей, это все регламентировано, и поэтому мой рабочий день составляет 6 часов. То есть я прихожу, стандартно я завтракаю на работе. Здесь нужно понимать, что патологоанатомическое отделение — это не что-то заваленное телами, ножами и так далее. То есть это отдельное стоящее здание, отремонтированное, нужно сказать, разделенное на две части. Визуально, естественно. То есть одна часть — это, скажем так, что-то типа офиса, это кабинеты, компьютеры, лаборатории и так далее. А вторая часть — это непосредственно имеющая отношение к вскрытиям, это секционные залы, это прощальный зал, это холодильные камеры и прочее. Вот. Понятное дело, что, опять-таки, еще один миф о том, что мы работаем, едим, и сразу же мы все делаем. Конечно же, нет. Конечно же, я прихожу, у меня есть свое рабочее место, где Самый популярный миф. Да, где я могу позавтракать, а затем начинается работа. Это работа с вскрытиями, это работа с прижизненными методами исследования, то есть врач-патологоанатом занимается не только посмертной диагностикой, но и диагностикой прижизненного материала. То есть все, что когда-либо человеку оперировали, удаляли, бралось на биопсию, это все обязательно должно быть отправлено врачу-патологоанатому на верификацию, то есть на подтверждение заболевания на клеточном уровне. Потому что может быть такое, что изначально клинически все проявляется по одному, лечат также что-то там как-то, а потом после операции, допустим, оказывается, что на самом деле там немножко другая картина, именно на клеточном уровне. И это может подтвердить только врач-патологоанатом. Плюс еще есть определенные заболевания, которые можно ставить только с помощью гистологии. То есть, например, тот же гастрит нельзя поставить, просто опираясь на жалобы пациента. Это обязательно проведение ГДС и взятие биопсии с подтверждением у врача-патологоанатома. Вот. И, соответственно, мы этим всем занимаемся. Плюс еще очень много времени занимает, конечно же, бумажная работа. То есть это в основном работа за компьютером, работа за микроскопом, что-то написать, что-то напечатать. Угу. Вот все эти исследования, которые вы проводите с материалом, как это вы назвали? Прижизненным материалом, да. Это потом ложится в какие-то ваши научные разработки? Вы нет, как-то я не передаете? занимаюсь наукой. Абсолютно нет. Это не то, что мне интересно. Возможно, когда-нибудь, но на данный момент я понимаю, что у меня есть в целом очень много материала, и в целом можно было бы начать этим заниматься, но как будто бы это не очень мне интересно сейчас. Не знаю, что будет завтра. Вообще, в целом, я считаю, что люди должны заниматься какими-то спортивными нагрузками, они должны заниматься какой-то физкультурой. Не обязательно, чтобы это был зал. Это могут быть танцы, пилатес, плавание, бег, все что угодно. Потому что именно движение помогает нам дальше жить и существовать. Поэтому пришла я в зал с целью простой. Я была в довольно-таки сложных отношениях, в которых я набрала вес, и этот вес приносил мне определенный дискомфорт, и я пришла в зал для того, чтобы справиться с этим. Плюс еще, конечно же, в моей работе мне нужны здоровые руки, здоровая спина, здоровые плечи. В первую очередь здоровые, не в смысле большие, а в смысле просто здоровые. Конечно же, очень хочется укреплять данные именно части тела, потому что в работе бывает всякое, со всяким сталкиваешься. Вот.
Единоборство — это просто один из вариантов терапии, это один из вариантов облегчить какое-то внутреннее ощущение, это вариант загладить фоновую тревогу, которая очень сильно беспокоит. Я очень рекомендую девочкам на самом деле попробовать, потому что это один из способов терапии, один из способов отвлечься, один из способов как-то прокричаться и выплеснуть какие-то свои эмоции, потому что у нас в целом не принято как-то, чтобы действительно девушка занималась чем-то подобным, а мне кажется, наоборот, это очень круто. И сейчас, мне кажется, делить что-либо на мужское и женское уже не актуально. У меня есть ощущение из нашего предыдущего разговора, и слушая вас, что вы бьете здесь за что-то большее, чем закрыть какие-то свои потребности. Нет, абсолютно. Вот это, кстати, абсолютно нет. Абсолютно. То есть, действительно, поначалу мне нужно было куда-то вылить эмоции. Действительно, это было очень важно. А затем мне просто это очень понравилось. И я подумала, а почему бы в этом не остаться, не пробовать дальше что-то? Это не про профессиональный, конечно же, уровень абсолютно. Это просто любительское, это просто то, в чем комфортно. А я не про профессиональный уровень, я не про достижения в спорте, я про другое. У меня есть ощущение, что вы бьетесь, ну, сейчас пафосно скажу, да, за право выбора, может быть. Нет? Ну, мне кажется, немножко громко действительно звучит, но я действительно считаю, что каждая девушка может выбрать то, что ей хочется, то, что ей комфортно, не оглядываясь на общество и не ожидая этого осуждения. А оно в любом случае будет. Ты существуешь в этом мире, в любом случае будут те, кто будут тебя осуждать. Ваша профессия, ваш выбор вот этого рода занятий, да, единоборства и так далее, да, это про нарушение я здесь закавычиваю, Да, да, конечно. это про нарушение правил, в которых мы привыкли жить, да, крымско-татарские девушки, наше общество и так далее, представления о женщине крымско-татарской, это добавляет каких-то эмоциональных красок в вашу жизнь? Конечно, эти тренировки значительно помогают мне в целом жить, потому что... Нет, я не про тренировки, я про нарушение правил. А правила созданы для того, чтобы их нарушать. Почему бы и не нарушить? Я считаю, что эти правила были придуманы какими-то конкретными людьми. Я считаю, что они должны остаться с этими же людьми. Это моя жизнь, я выбираю себя, и я сама создаю для себя правила, разумеется, в рамках Уголовного кодекса. Но я надеюсь, что будут разговоры, я надеюсь, что кто-то увидит себя, может быть, в моих рассказах и поймет, что не нужно бояться, нужно идти, рисковать, пробовать и не сдаваться, если что-то не получилось. Потому что мне хочется, чтобы девушки Мне хочется, чтобы девушек не воспитывали в парадигме того, что ее главное достижение — это выйти замуж, создать семью. Мне хочется, чтобы каждая девушка в первую очередь выбирала себя, а затем уже решала, нужна ли эта семья, хочет ли она ее создавать, в каком возрасте это произойдет. Мне хочется, чтобы общество перестало требовать от женщин слишком многого, как мне кажется. Женщина должна работать, женщина должна создавать семью, она должна быть спортивной, ухоженной, красивой, умной, начитанной. Очень много требований. Но почему-то мы не предъявляем такие требования к мужчинам такого размера, такого масштаба. И мне хочется, чтобы девушки понимали, что они не должны соответствовать чьим-то правилам и требованиям. Они создают сами для себя свою жизнь, выбирают, и очень не хочется прожить всю жизнь, а потом подумать, что я столько всего не успела, столько всего не сделала, а мне так хотелось, а я не попробовала, потому что кто-то что-то скажет. Жизнь слишком коротка, как уж, если уж на то пошло. И действительно, исходя опять-таки из своей работы, я понимаю, что мы никогда не успеем сделать все. Мы не успеем это сделать вовремя. Мы всегда не успеем сказать самые важные слова. Тогда хотя бы давайте пробовать успеть это все сделать. Что для вас смерть вообще? Какое оно отношение? Как вы к ней относитесь? Вот вы ее видите каждый день. Я считаю, что моя работа, в том числе моя работа со смертью, дала мне такой прекрасный буст в виде того, что я, в отличие от большого количества людей, ценю время. Я ценю тот факт, что никогда мы не знаем, какой будет последний день. И нельзя стесняться себя, своих чувств, своих эмоций, каких-то своих поступков. Нужно пробовать и делать все, что мы можем, потому что мы никогда не знаем, что будет завтра. Да что там завтра? Мы не знаем, что будет буквально через 5 минут. И поэтому, наверное, в отличие от большого количества людей, я действительно люблю и ценю своих близких, и говорю им об этом, и не стесняюсь вообще совершать какие-либо поступки, потому что, к сожалению, действительно, мы не вечны. И нужно постараться успеть сказать,
сделать максимально много из того, что у нас есть. Вы не просто патологоанатом, вы не просто репетитор, вы еще и блогер. Да. Да, и у вас довольно-таки немаленькая аудитория, я бы сказала, да. Браво, кстати. Согласна. Да, особенно с контентом про медицину, Да. это успех однозначно. Вы делитесь вот этими своими впечатлениями или своими заключениями по поводу смерти и жизни с подписчиками? И вообще, как реагируют социальные сети на вот такой контент? Здесь несколько разных есть вариантов. Есть те, кто считает, что нужно об этом говорить, потому что это неотъемлемая часть все равно жизни человека. Мы все рано или поздно с этим столкнемся. Есть те, кто осуждают и считают, что это и так печально и драматично, зачем нужно это выносить. С точки зрения того, чем конкретно я делюсь, разумеется, я никогда не раскрываю врачебную тайну. Нет никакого, конечно же, варианта с использованием каких-то данных личных человека. Все всегда обезлично. Я могу рассказывать о каких-то клинических случаях максимально обезлично для того, чтобы не было понятно, о ком идет речь. Поэтому нужно понимать, что социальные сети это интересует, людей это все равно интересует, потому что тема смерти такая довольно-таки окутана тайнами, загадками, людям хочется узнать больше, и, конечно же, они с удовольствием, многие хотят что-то познать, что-то увидеть, для кого-то это пугающе, для кого-то это погонять, скажем так, адреналин, но я говорю с точки зрения болезни, я говорю с точки зрения профилактики, с точки зрения того, когда обратить внимание, что нужно делать, кому обратиться. Акцентирую большое внимание на пропаганде здорового образа жизни, о том, что профилактика существует не просто так. И, конечно же, как мне кажется, я нахожу своих людей, которые также поддерживают меня в моей работе в социальных сетях. Угу. Вот за сколько вы, кстати, работаете уже? Больше 4 лет. Больше 4 лет. За вот этот, в общем-то, не маленький период. Я полагаю, что там, учитывая сферу, да, я думаю, что опыта вы набрались. За этот период времени был ли какой-то случай, который скажем так, что-то изменил вас? Заставил задуматься о чем-то? Да, много таких случаев на самом деле, потому что, конечно же, всегда триггерят молодые смерти, когда умирают молодые люди, потому что всегда думаешь о том, как так вышло. То есть, понятное дело, если мы говорим про алкоголизм, либо про заболевания какими-то инфекционными болезнями, и человек их не лечил, я говорю, например, про ВИЧ-инфекцию, про гепатиты, как будто бы здесь сразу же мысль, что в целом, если человек знал, если он понимал, на что он идет, я как-то могу это допустить. Но когда это совершенно молодые люди, с которыми случаются злокачественные опухоли, начинаешь думать, а что произошло не так, что с клетками случилось в какой-то момент, что послужило триггером, чтобы данное заболевание развилось. Ведь, по сути, молодой организм, что могло пойти не так. Этот вопрос, конечно, всегда беспокоит. И, конечно же, всегда очень смущают, не смущают, неправильно выразилась. Конечно же, это взрослые люди, которые разговаривают и говорят о смерти своих родителей, и в этот момент ты четко понимаешь, что мы все дети, пока живы наши родители. Это очень важный момент, и очень страшно видеть, когда человек, который всегда был ребенком, всегда всю свою жизнь, а потом он становится резко взрослым в этот момент, в эту секунду. Угу. Эмоции вас не оставляют? Конечно, нет. Да, вы ушли в профессию, которая должна была вас оградить от этого, но тем не менее. Нет, абсолютно, конечно. Я же человек взрослый. Да. Я и могу переживать эмоции, переживать, естественно. Да, это тяжелая история, я бы сказала. Мы воспитываемся с таким отношением к чистоте обычно в крымско-татарских семьях, да, особенно девчонки. Вот все, что касается всего этого внутреннего мира организма человека, оно, конечно, вызывает какое-то непонимание в первую очередь, да, вызывает какое-то, скажем так, держать подальше девушек от этой истории, да. И тут вы, как говорится, по локоть в крови, да. Как быть, как вы, скажем так, с этим воспитанием вошли в эту профессию? То есть вам приходилось от чего-то отказываться? То есть вам приходилось в себе что-то перестраивать? Вам приходилось в себе что-то перебарывать?
Да, я считаю, что я в целом всегда была с довольно таким резким, смелым характером. Я всегда была довольно решительна, самостоятельна. Я никогда не была такой тихой, скромной девочкой, сидящей в углу. И поэтому, мне кажется, в какой-то степени было очевидно, что я выберу что-то такое, не классическое, сидящее за столом в белом халате. Хотя моя мама видела меня именно таким врачом. Но я четко понимала, что это не моя история. И да, конечно, эта работа накладывает свой отпечаток. Разумеется, у меня есть определенная профдеформация, и я ее уже ощущаю в разговорах с людьми, которые не имеют отношения к медицине, для которых моя сфера очень далека. И, конечно же, мне приходится уже как-то очень фильтровать свою речь и понимать, что не все люди готовы к этому. Но при этом мне еще и приходится выслушивать множество однотипных, однообразных, стандартных вопросов о моей работе. И по этой причине я даже, когда оказываюсь в каком-то новом окружении, я иногда просто привираю, что я, например, учитель биологии, либо администратор в салоне красоты, для того, чтобы просто избежать вопросов, чтобы не отвечать на них. Однотипных и повторяющихся вопросов. Да. Я задумалась, а что же я у вас спрашивала? Нет, все нормально, все хорошо, нормально? все хорошо. Окей. Абстрагируясь от мужского, женского, ваша профессия прежде всего про рациональное. Да, конечно. Очень рациональная. И если вот этим рациональным взглядом и вашим опытом посмотреть на наше крымско-татарское общество, да, каким оно вам представляется? Мне кажется, зависит от поколений, потому что мне кажется, что все еще действительно очень много консерватизма и очень много привязок к старому и навязывания, что это должно быть на первом плане. Мне кажется, что давно пора добавлять новое, пора давно принимать новое и не отрицать. Действительно, есть какие-то моменты, которые не совсем будут укладываться в концепт наших традиций, наших обычаев, но это не значит, что абсолютно все новое — это плохо. И мне очень хочется, чтобы мы наконец-то перестали существовать вот в этом вот псевдопатриархальном мире. Мне хочется, чтобы мы были все в первую очередь людьми, хорошими людьми, а дальше уже мы будем исходить из того, кому что больше нравится. Как патологоанатом, да, немножко хирург. Да, около того. Немножко хирург, да. Что бы вы ампутировали в нашего общества? Слово «ампутировала» тоже такое немножко, мне кажется, ясно, сложновато. да, для камеры. Да, но, наверное, опять-таки, вот все то, о чем я уже и говорила. Мне хочется, чтобы люди смотрели в сторону развития. Мне хочется, чтобы мы росли и менялись, чтобы мы не закостеневали, чтобы мы не оставались во всем том, что уже у нас есть. Мы уже это все увидели, это увидели наши предки. Так давайте же изменим и сделаем что-то лучше. Лучше — это, к сожалению, практически всегда немножко другое. И поэтому мне хочется, чтобы мы вот шли уже в эту сторону, а не просто остались на уровне песен, каких-то стандартных костюмов, какого-то очень простого восприятия искусства, культуры и тому подобного. Хочется больше развития, возможно, с добавлением чего-то от других народов, например. Но почему бы не попробовать? Ведь в первую очередь нужно пробовать. Пока мы не попробуем, мы не поймем. Что вы имеете в виду добавление от других народов? Потому что у нас очень трепетно и осторожно относятся к разбавлению нашей культуры. Да, но я считаю, что как раз-таки это и нужно делать, потому что мы уже про себя все поняли. В своем изолированном обществе мы уже все для думаете, себя... мы поняли? Мне кажется, вот для изолированного общества. Мне кажется, мы просто проживаем свою жизнь. Кто-то да, кто-то просто родился, живет, умер. Все, на этом конец. Но мне кажется, что те, кто вот что-то как будто бы понимает, они все-таки вот остались в этом изолированном каком-то коллективе, и вот они в нем живут, думают, что так все классно, так и должно быть. А нужно просто выглядывать иногда в окошко и видеть, что происходит на улице. И я здесь не призываю каким-то смешением, я не призываю каким-то, назовем так словом, кражей, что ли, чего-то от других. Ни в коем случае. Я призываю пробовать что-то разное. А уже что разное и насколько, это будет определять каждый сам для себя. Мы пережили период ковида.
И мне кажется, это было очень большим стрессом для нашего общества, потому что, к сожалению, мы потеряли достаточно много людей, и это люди в основном старшего, зрелого возраста. И это что-то, знаете, поменяло, в том числе поменяло в нашем отношении к смерти, мне кажется, да, и к жизни в том числе, само собой. Безусловно, люди столкнулись с такой проблемой, как, ну, еще раз повторюсь, да, у нас особое отношение к процессу и ритуалу погребения, и поэтому люди испытывали какой-то страх вовремя что-то не сделать, не выполнить все процедуры и нести ответственность вот за невыполненные эти процедуры перед и Всевышним, и теми, кто умер. То есть не навредить, да, тем, хотя навредить уже невозможно умершему человеку, да, не навредить своему там, родственнику и так далее, близкому человеку. Вы были в этот период, да, в этой системе? Как это происходит? Есть ли сейчас условия для мусульман, которые требуют определенного ритуала? Да? Есть ли эти условия вот в ваших учреждениях? Я могу сказать только, конечно же, про то отделение, где я работаю. А у нас работают, опять-таки, в первую очередь люди. И когда к нам обращаются мусульмане с просьбой поскорее, мы стараемся действительно помочь, пойти им навстречу. Это абсолютно точно у нас происходит. Во времена ковида, действительно, я начала как раз-таки работать активно вот, как самостоятельным врачом в 2021 году. То есть это как раз был пик этой заболеваемости. И мы действительно старались как можно скорее отдавать им тела. Мы брали, конечно же, расписки, и нельзя хранить такие тела в открытом формате, назовем это так, они должны оставаться в мешках. Понятное дело, что когда родственники увозили тела своих умерших, конечно же, мы не знаем, что там дальше происходило, вот, но мы работали по закону, то есть так мы должны были сделать. Плюс я хочу сказать, что в целом у нас существует закон, согласно которому мусульмане, не только мусульмане, в целом любой родственник может прийти, написать заявление об отказе от вскрытия и могут выдать тело, но там есть очень много критериев. И, к сожалению, если родственник не подпадает под эти критерии, то откажут в таком заявлении. Допустим, ковид является особо опасной инфекцией. И, разумеется, тело умершего с таким диагнозом должно поддаваться обязательно вскрытию. Там очень много нюансов. Возраст младше 60 лет, проведение каких-то операций в больнице, нахождение в больнице менее суток. И там еще, правда, очень много нюансов. То есть, если есть какие-то сомнения, например, мы должны обязательно провести вскрытие. В первую очередь это делается еще и для родственников умершего, для того, чтобы они точно понимали, а что же произошло с их родственником, потому что может быть такое, что, да, написали заявление, забрали тело, похоронили, а потом, от чего человек умер-то? А что произошло? И уже начинаются сомнения. У нас часто задаются такими вопросами? Не знаю. По крайней мере, в этот момент. Мне люди это не рассказывали. Вот, возможно, задаются, но мне такое писали мои подписчики в социальных сетях, что действительно потом их это как-то беспокоило, тревожило, а вот правильно ли сделали, а может, нужно было все-таки провести вскрытие и так далее. Есть еще одна история, которую, вот, готовясь к нашему с вами разговору, я услышала. И для меня это было открытием и новостью, скажем так. Да? И причем эта история не одна единственная, их очень много. Крымско-татарская семья, у них умирает дедушка, они вызывают, естественно, медиков, там скорую, вызывают полицию, все как, казалось бы, все как положено. Все фиксируют смерть, все понимают, что возраст. Проводят процедуру захоронения. Через несколько дней в эту семью, которая переживает трагедию и потери, приходит милиция с вопросом: а где ваш дедушка? И начинается очень непростая судебная история, да, судебно-уголовная история, да, то есть заводится уголовное дело и так далее, и так далее. И, как выяснилось, таких историй у нас очень и очень много. То есть люди не везут тело на вскрытие, на экспертизу, и, к сожалению, вот вынуждены потом с этими последствиями как-то справляться. Что бы вы сказали, да, вот по этому поводу? То есть стоит ли включаться вот в эту гонку, успеть сделать все и правильно, да, там похоронить до захода солнца, либо вот как-то эмоционально пережить эту историю? То есть, может быть, у вас будет совет какой-то? Действительно, родственники могут совершить захоронение, но
По идее, как они это могут сделать? Предположим, человек умер дома, вызвали врача, констатировали смерть, и врач пишет направление либо на вскрытие, либо на хранение этого тела, пока не решится вопрос. То есть это тело должны отвезти либо в судебно-медицинское бюро, либо в какое-то другое патологоанатомическое отделение, и, соответственно, либо проводят вскрытие, либо же родственники обращаются в поликлинику, к которой был прикреплен данный умерший человек, и лечащий врач, врач-терапевт, участковый, может, если есть для этого все необходимые ресурсы, написать свидетельство о смерти. Свидетельство о смерти – это ключевой документ, который должен быть на руках у родственников, после которого они могут делать абсолютно все процедуры, все обряды, все традиции могут быть соблюдены. То есть обязательно получить свидетельство о смерти либо в поликлинике у врача, который может его выписать, либо же в патологоанатомическом отделении, либо в судебно-медицинском бюро после проведения вскрытия. Если бы мы в Харадинис Продакшн открыли рубрику «Анатомия за 5 минут», что бы вы в первую очередь рассказали такого интересного? Я расскажу то, Самый неожиданный факт. Я расскажу то, что шокировало в свое время мои социальные сети, точнее моих подписчиков. Тот факт, что у мужчины есть маточка. Да, но это не просто матка как аналог женского полового органа. Это маточка, находящаяся в предстательной железе. Это маленький слепой кармашек, который не выполняет никаких функций, но сам факт, что она присутствует у мужчины, как будто бы иногда хочется немножко их ткнуть в данную область. Да. Окей, вы говорили очень много про зумеров. Да, обожаю зумеров-врачей. Да? Обожаю. Вообще эта тема сама по себе, мне кажется, она интересна. Как вы оцениваете? Вот выбор вашей профессии. Вы молоды, и это тоже, в общем-то, скажем так, есть следствие, да, того, что вы вообще представляете другое поколение. То есть... Нет, я думаю, нет. Я думаю, что как раз-таки вот те ребята, которые сейчас учатся в медицинских университетах, они намного интереснее, они как будто бы умнее меня в их возрасте, например. Почему мне очень интересно с ними общаться, это моя работа в том числе, потому что я их обучаю, и в среднем моим ребятам где-то около 20 лет, моим студентам, и они рассказывают что-то, и мне очень интересно с ними разговаривать, потому что это... Мы такие разные, оказывается. Казалось бы, разница между нами в возрасте не такая большая, но как будто бы иногда я ощущаю эту пропасть. Иногда, когда мне что-то рассказывают, я понимаю, что как будто бы в рамках цифр я ближе к ним по возрасту, но по какому-то внутреннему росту и развитию я ближе к их родителям. И такое немножко странное ощущение возникает. Но, тем не менее, интересно. Я считаю, что они умнее, у них больше ресурсов, они более смелые, они готовы идти на какие-то эксперименты, на какие-то новые действия, в то время как мне кажется, что я и какие-то вот ребята моего поколения, мы назовем, условно говоря, мы в большей степени терпилы, мне кажется, все еще, хотя как будто бы мы меняемся, но не так активно, как это происходит среди молодежи. Возможно, это потому, что у них больший доступ к интернету, возможно, потому что они используют интернет не только как просмотреть видео, поставить лайки, но еще и действительно получать оттуда информацию, познавательную информацию. И я считаю, что это круто. Свободы. Почему вы считаете, что у вас свободы меньше? То есть почему вот это история с интернетом все-таки или... Мне кажется, это дело... Почему вы терпилы так условно, да? Да, мне кажется, что как раз-таки я себя отношу к миллениальскому периоду, и мне кажется, что вот мы как раз-таки вот это промежуточное звено, которое, с одной стороны, нужно жить вот так и так, а с другой стороны, жизнь же одна. Как жить-то только так, как положено? Нужно же пробовать что-то новое, но при этом и страшно пробовать что-то новое. То есть мои ровесники сложнее заходят, допустим, в тот же интернет, им сложнее начать вести блог, им сложнее начать проявляться, чем зумерам. Зумеры снимают все, они снимают себя всегда, и на самом деле мне в этом плане они очень импонируют, действительно. Они очень смелые. Вот я понимаю, что... Возможно, если бы я не реализовалась как блогер, как репетитор, у меня были мысли про открытие собственной онлайн-школы, то, возможно, я бы продолжала также терпеть работу в своем отделении за не очень большие деньги. Вы полагаете, это вас изменило в корне? Я думаю, что это очень на меня повлияло, еще и потому, что в основном мои студенты, опять-таки, повторюсь, это Москва и Питер, и они абсолютно другие, с ними очень интересно. Они, конечно, меня переманивают уезжать, потому что
объективно здесь как будто бы недостаточно форм для развития, а, будем честными, большие города дают намного больше ресурсов в этом Что плане. вы думаете, вы уедете? На самом-то деле я об этом много думала, я неоднократно думала, я планировала, вплоть до того, что я даже смотрела квартиры, предполагала, что То есть я вы буду даже до делать. этого этапа Да, я дошли, мониторила вакансии, меня приглашали работать неоднократно в Москву и в Подмосковье. Вот. Но дело в том, что как бы там ни было, я очень люблю Крым. Я очень люблю то, что здесь, по сравнению с той же Москвой, все в условно-шаговой доступности. Я очень люблю море. И море — это мое место силы. Мне важно к нему приехать, сесть на пляж, посмотреть на волны, перезагрузиться. И я понимаю, что из Москвы это будет сделать сильно сложнее. Я люблю походы. Опять-таки, здесь, в Крыму, час, и ты уже где-то идешь, где-то поднимаешься, где-то в деревьях, и это круто. В Москве ты можешь 1,5 часа ехать только в пределах какого-то одного района и не доехать до какой-то точки Б. Здесь, конечно, это сильно комфортнее, понятное дело. А не душно ли вы в этой атмосфере? У нас как-то была одна история общения, у меня была одна история общения, и тоже приблизительно вашего поколения молодые люди сказали, что у нас слишком душно. Да. То есть ты ощущаешь на затылке чужие глаза. Да, особенно согласна. если мы говорим о крымско-татарском обществе. Да, но в Москве там тоже очень большая плотность, назовем это, населения, но там всем наплевать. Ты можешь делать все, что угодно. Там в основном люди живут в своем ритме, в своей жизнью, и они не отслеживают, что происходит вокруг. А в Крыму действительно всем всегда есть место, всем всегда есть желание докопаться, высказать свое мнение, вместо того, чтобы заниматься какой-то своей жизнью, своими личными делами. Вот. Ну, плюс еще во мне внутри сидит такое стойкое ощущение, не знаю, как это точно назвать, но как будто бы я помню своих бабушку и дедушку, и я помню, как они рассказывали про депортацию, и как будто бы в 90-е они возвращались в Крым не для того, чтобы спустя 30 лет их потомки бросали и уезжали. Все. Как будто бы хочется здесь что-то изменить, здесь что-то поправить, здесь приблизить к уровню Москвы и Питера, а у нас есть все ресурсы для этого, чем просто уезжать куда-то в поиске новой жизни, назовем это так. Не факт, что получится там реализоваться, а здесь все равно более комфортно. Ну, плюс еще моя мама очень хочет, чтобы я вышла замуж за крымского татарина. Ну, я, конечно, ее расстраиваю в этой сфере, но она все еще надеется. Зря. Мама зря. Мама зря? Мама зря. Почему? Ну, вряд ли я выйду замуж за крымского. А что не так с крымско-татарскими мужчинами? Мне прям все сказать? Ну, если Мне прям рот открыть? Если уж, да. Если вам захотелось ткнуть в маточку, то почему вы здесь не раскрыть эту историю? Да, конечно, очень консервативные, очень с патриархальным взглядом на жизнь. Мне это не подходит. Я про более современный взгляд на партнерские отношения в семье. Я взрослый человек, опять-таки, я взрослая, реализованная, умная, красивая женщина с чувством юмора. Это мужчине нужно постараться сделать что-то, чтобы как-то я обратила на него внимание, чем мне как-то до него доходить. Я вот эту позицию совершенно не люблю, и поэтому мне комфортнее в этом плане с людьми других национальностей, назовем это так. Угу. Ну, я догадываюсь, какая будет реакция, но каждый имеет право устраивать свою жизнь ровно так, как ему хочется. Да. При этом, да, если уж мы разбираем на молекулы крымско-татарское общество, и в частности мужчина, консерватизм, он имеет очень много проявлений. Да, что триггерит вас? То есть то, что вы не примете, патриархальность, что в ней вы не примете однозначно, она тоже бывает разной. Да, конечно. Для меня важно, лично для меня, опять-таки, я говорю про себя и про свой опыт, лично для меня важно, чтобы мужчина действительно был сильным и ответственным. Это не про грубость, не про физическое насилие, не про стукнуть по столу и сказать «я так сказал, я мужчина». Тот факт, что у человека в паспорте написано «пол мужской», не определяет его еще как личность, как опору, как умение взять ответственность. И мне очень хочется, чтобы наши мужчины в том числе понимали, что уже прошло то время, когда женщине было необходимо выйти замуж. Когда-то это действительно нужно было женщине для социального статуса, для защиты, для финансовой возможности. Сейчас
Мы получаем образование, мы развиваемся, мы строим свои жизни. И уже, когда закрыты все эти базовые потребности самостоятельно женщиной, на первый план выходят уже другие аспекты. Уже недостаточно просто быть мужчиной. Уже нужно что-то делать, уже нужно проявляться, а не просто, ну, я вот созрел, я уже готов жениться, что, пошли? Ну, это неинтересно уже, это как будто бы... Проявляться. В чем должен проявиться мужчина, чтобы вы его заметили? Лично для меня? Да. Это нужно быть не тупым. Это очень важно. Нужно иметь чувство юмора и принимать мое чувство юмора, потому что моя работа наложила определенный отпечаток. И, к сожалению, иногда мне тяжело это контролировать. И я понимаю, что далеко не все мужчины справляются с этим. Плюс моя работа подразумевает тот факт, что у меня... То есть изначально люди понимают, что я довольно сильный человек внутренне, морально. У меня действительно внутри очень такой строгий и, наверное, может, даже жесткий стержень. И когда мужчины чувствуют, что морально они не справляются, ну, они не справляются. Они проигрывают эту игру, хотя я с огромным удовольствием готова пойти за мужчиной, который покажет, что он может повести меня за собой. То есть, условно говоря, если я воин, то мне нужен тот, кто умеет управлять армией. Мне хочется, чтобы мы все видели каждого человека отдельной личностью. И если для кого-то в первую очередь играет роль национальность, работа или хобби, то мне с этим человеком просто не по пути, потому что я выбираю людей для себя в свое окружение в первую очередь как личностей, а все остальное идет последствиям. И да, что-то хорошо, что-то где-то не очень, но это, возможно, где-то как-то поправимо. Поэтому мне хочется сказать молодым людям, что не стоит опираться только на то, что уже было. Пробовать смотреть шире и расширять свои границы. У нас не так давно был выпуск с Селимбеем Бекировым. Он работает менеджером в Авито, ну, тоже представитель нового поколения крымских татар, можно сказать. И он вот все то, что вы сейчас говорите, что оно устарело, да, он воспринимает это как изюминку, которая, ну, показывает, где твое родное, где твое вот такое вот что-то личное и так далее. И он, правда, живет не в Крыму, но он часто наведывается, да, и для него вот важно увидеть это. Для него важно ощущать, скажем, да, на присутствие и наличие вот этих вот изюминок и традиций. Да? Если я скажу, что вы просто не уезжали из Крыма. Надолго. Я уезжала из Крыма. Надолго нет. Нет, но я видела достаточно, чтобы понимать, что нужно меняться. Крым очень застрял в своем этапе развития. Это нужно все менять. Это категорично. Я считаю, что да. А как иначе? То есть это не может быть той изюминкой, о которой говорит, там, допустим, в контексте речи так, а я же не говорю, что мы в целом отменяем все традиции, все обычаи, полностью все отменяем и полностью заводим все заново с нуля. Нет, я имею в виду, что это остается, но мы добавляем просто ярких красок, других каких-то новых. Вот то самое нарушение личных границ, о которых мы с вами в том числе говорили, да, и патриархальности, и консерватизма, о которых мы с вами говорили, Селимбей воспринимает это как, ну окей, да, но это как бы вот, пусть оно там будет. Но да. ему как мужчине, наверное, об этом проще говорить, потому что он мужчина, и он не видит в этом никакой проблемы. А я как женщина могу ее увидеть. То есть проживание в традиции, оно отличается для мужчины и женщины? Конечно, у нас мужчинам сильно больше дозволено, чем женщинам. Я думаю, вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Поэтому я считаю, что эти взгляды нужно менять. Вы полагаете? Да, это нужно менять. Да, проклянут меня все, кто смотрит это видео. Почему вы считаете, что крымско-татарские мужчины в этом смысле проигрывают? Может, просто вы не встретили своего? Почему вот так вот за крымского татарина однозначно нет, а вот за любого другого? Я не говорю, что однозначно нет. Я говорю, что это будет сложнее просто, мне кажется. Второй момент, ну я же То есть сложно среди наших с ними найти. общаюсь. Да. Мне же для того, чтобы устроить свою личную жизнь, к сожалению, нужно общаться с мужчинами. К сожалению? Да, иногда. И приходится слушать, и я понимаю, что есть какие-то определенные вещи, в которых я не уступлю, которые для меня важны. Есть определенные условия, которые я создала для себя, для своей жизни, и на меньшее я уже соглашаться не хочу. И плюс еще всегда остается такой момент, что, ну, если я как девушка могу сделать вот это все сама, почему ты как мужчина не можешь сделать столько же хотя бы, не говоря уже про большее. Ну и к тому же я настроена сейчас на отношения серьезные с созданием семьи, и мне не интересны какие-то
какие-то качели, какие-то игры, какие-то незабытые моменты из прошлого. Это, пожалуйста, вот сами там решайте у себя. А мне вот уже конкретно с обстоятельствами, с подходом четким. Здоровым психологически, с эмоциональным интеллектом. Конечно, да, с интеллектом просто. со справками от врача, да, Даже обязательно, конечно же, потому что наличие половых инфекций, к сожалению, в нашем мире присутствует и распространяется. Вот, конечно же, справку, конечно же, бы хорошо о несудимости. Потом пробить этого человечка еще на сайте, есть ли у него какие-то задолженности, кредиты, может быть, алименты он не платит бывшей жене на ребенка, откуда мы знаем. Ну да. Поэтому это все нужно обязательно уточнить и выяснить. Просто так на слово я не поверю, конечно. Слушайте, ну а любовь? Где место любви, которая, ну, отключает в этом смысле определенные требования, да? То есть уехать в Джанкой за любимым. Нет. Также. Я не поеду в Джанкой за любимым, абсолютно точно. Я столько делала, чтобы уехать из села, не для того, чтобы возвращаться в Джанкой. Джанкой, извините. Просто к тому, что любовь, конечно, присутствует, но я считаю, что любовь появляется как раз-таки вот когда все эти действия совершаются. В 20 лет действительно на первом месте чувства, гормоны, страсть и все остальное. Когда ты становишься старше, когда у тебя уже появляется опыт в отношениях, и ты создаешь сама для себя какие-то условия, ты понимаешь, что ну, я уже так не могу, я уже не буду тут уступать, я тут уже не хочу прогибаться, потому что, ну вот, уехать в Джанкой, ну, я не поеду, например, это точно, это 100%. Я, наоборот, хочу больше, лучше, и в партнерстве, в равноценном партнерстве с мужчиной, мне хочется, чтобы мы вместе шли дальше, росли и развивались, а не уезжали куда-нибудь в другое место, и наши амбиции, мои амбиции, как минимум, были бы похоронены. Ну, у нас же так не принято, да? Вот У нас ровно не поэтому принято, вы поэтому и не выбираете другую историю. Поэтому я просто полагаю, что моя позиция и мое отношение, как раз-таки ее не примут в большинстве своем крымские татары, но ее принимают какие-то другие люди, и в целом мне важно, чтобы меня принимали со всеми моими тараканами, с моей работой, с моими увлечениями, с моими взглядами на жизнь. Это не значит, что я не буду где-то уступать, это не значит, что я не буду искать компромисс. Ни в коем случае. Конечно же, все решается в разговоре. И если взрослый человек готов к разговору и готов определить какие-то для него моменты важные, которые, допустим, он не хочет абсолютно менять, мы обо всем можем разговаривать, договариваться. На то мы взрослые люди, у нас существует момент коммуникации, и только так мы можем решить, по пути нам или нет.